Меня зовут Ярхамов Эльнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. В соцсетях татары, проживающие в арабских странах, провели встречу. Их собрание можно посмотреть на YouTube. Модератором и, видимо, инициатором собрания татар всего Арабистана выступила, пожалуй, одна из самых активных татарских блогерш Альфия Бадретдинова. Собрались татары из Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Омана, Йемена, Саудовской Аравии, Египта. Из официальных лиц на собрании был Тимур Хайрудинов, торгово-экономический представитель Республики Татарстан в Дубае. Он призвал татар из разных мест мира активнее использовать интернет, чтобы объединяться, знакомиться и общаться друг с другом. Тимур Хайрудинов передал устное приветствие от президента Татарстана Рустама Минниханова, от вице-премьера Татарстана Василия Шейхразиева. Татарин из Дубая посетовал, что у татар есть желание у себя провести сабантуй, там, в Дубае. Но сделать это непросто. Тимур Хайрудинов пообещал, что эта встреча не последняя, что татары еще соберутся в сети. Будем ждать. Татары в арабском мире очень нуждаются в единении, в общении между собой. И здесь дело не просто в желании не терять связи со своим народом, быть вместе просто удобно. Вот какую интересную бытовую ситуацию описывает, например, сама Альфия Бадретдинова. Bir кичкенә ситуация дип әйтим, Ниязның бар дусты ул Аманда яши һәм аның Дубайга машинада килеп, Дубайдан Казанга очып китәргә теләге бар иде. Нияз миңа яза, менә шулай дустым бар, машинаны кайда калдырырга була икән. Ярым мин әйтәм, миндә калдырып китсеннәр. Шуннан тагын танышларның танышлары аша без ул машинага ниндидер чемодан да куйдык. Менә шулай беләсезме, гарәп илләре, теге без берничә ил бит инде барыбер монда Дубай булсын, Бахрейн, без барыбыз бер-беребезгә бик якын яшибез һәм ни дисәгез дә, ул илләрдә, мәсәлән, нефть өлкәсендә эшләүче безнең татарлар күп. Нигә мин әйтәм, без бер-беребезне белеп, бер-беребез белән аралашып, шулай ярдәмләшеп яшәмибез. На встрече были татары, блестяще разговаривающие на татарском языке. Были и те, для кого татарский язык был непрост. Поэтому общение они поддерживали и на русском языке. Но были и те татары, которые старались разговаривать на татарском языке. Вот, например, Фарида из Казахстана выучила татарский язык через онлайн-ресурс «Она теле». Послушаем и оценим ее достижения за 4-5 месяцев обучения татарскому языку. Исәнмесез, дусларым? Сәлам. Минем исемем Фарида. Мин Казахстаннан, Шымкенттен. Ләкин хәзер мин Шаржада яшим. Шаржа Берләшкән Гарәп Эмиратларында яшим. Шаржа шәһәрендә Петрофакта инженер булып эшлим. Миңа 32 яшь. Я недавно начала учить татарский язык. Можешь на русском, конечно. В Эмиратах уже, получается, с 2014-го, 6 лет уже скоро будет. Вот, живу в Шарже. Приятно познакомиться. Спасибо большое за организацию такой встречи. Я вообще за такие собрания. В городе Шымкент, получается, я ходила вот в татаро-башкирский культурный центр. Мы там песни пели, готовились к сабанту и так далее. Вот, хоть мы из Казахстана, но у нас есть тоже там организация татар. Спасибо большое всем. Приятно познакомиться со всеми. Рәхмәт бик зур Фәридә. Фәридә тумышы белән Казахстаннан, Шымкент шәһәреннән безнең Татарстан Республикасы хөкүмәте башлап җибәргән Ана теле проекты аша татар телен өйрәнде. Такую активность и старания Фариды мы только приветствуем. Очень запоминающимися были слова Нияза и его жены Алии из города Аль-Хубар в Саудовской Аравии. Они переехали в Саудовскую Аравию относительно недавно, в январе этого года. Нияз рассказывает, какие стереотипы о татарах господствуют в Саудии. Татарларны Гарәбстанда беләләр, ләкин беләләр, как сказать, не с лучшей стороны. Мәктәптә тарих дәресендә укыйлар татарлар турында, ләкин татарлар, которые в 14 веке жили, хәзерге татарлар турында күп нәрсәләр белмиләр, кайберләр беләләр Казанский Рубин аркылы гына. В общем, сейчас Нияз и его супруга
ломают стереотипы и всем рассказывают, что татары — это не средневековые воины-татары, сотрясавшие арабский мир в XIV веке, а это татары, которые такие же мусульмане. Нияз со своей женой Алией сдались целью объединить татар Саудии. По их словам, в этом деле есть определенные сложности. Саудовская Аравия отличается тем, что от других арабских стран, то, что Саудовская Аравия, она очень большая, и она делится на, если взять очень утрированно, на восточную часть и на западную часть. На восточной части обычно люди приезжают для того, чтобы работать, а на западной части Мекки, Медины, мы их Джидды также, для того, чтобы учиться и получать религиозное образование. И когда мы к ним обратились о том, что мы хотим вот так вот сделать, они немного относятся скептически, объясняя это с религиозной стороны. Но вот еще хочу еще раз обратиться, возможно, услышите в записи. Мы очень хотим с вами познакомиться. Я и мой муж с семьей, мы были в Медине. Также мы хотим, конечно же, поехать в Мекку, и мы очень хотим познакомиться с вами тоже. Тимур Хайрудинов, кстати, перечислил еще нескольких татар, которые занимают ключевые официальные посты в делах взаимоотношений России с арабским миром. Ребята вот сегодня представлялись, у нас тут и инженеры есть, и переводчики есть преподаватели. Также вот из Катара упоминали, да, там действительно там начальник консульского отдела татарин из Казани, Марат, наш друг Эдуард Шакиров, там, начальник консульского отдела посольства России в Абу-Даби, тоже он татарин. В Турции у нас там, соответственно, Айдар, торгпред Российской Федерации. В общем, много наших людей, скажем, за границей, на разных должностях, позициях. Вот, наша нация продолжает быть пассионарной, это очень радует. Вот, и, конечно, наверное, самые пассионарные представители, это, как всегда, должны быть студенты наши, которые везде учатся, там и в Египте, и в Саудовской Аравии, наверное, в Эмиратах тоже их достаточно, поэтому будем рады, конечно, когда будет информация о нашем этом ЖИИНе распространяться и будут люди присоединяться. Вот, большое спасибо всем участникам. Действительно, приятно слышать, как татары в арабских странах объединяются. Удачи вам, спокойной земли под ногами и тихого неба над головой. Помните, в этом году у нас в России должна была пройти всероссийская перепись населения. Ее перенесли вроде как на весну 2021 года. Между татарами Башкортостана и этномиссионерами, мечтающими их ассимилировать, завязался очень плотный, да нет уж, не диалог, скорее спор. Мы, весь татарский мир, и по всей видимости сами башкиры, узнали под конец прошлого года, что есть, оказывается, какой-то северо-западный диалект татарского языка, простите, башкирского языка. Фронтменом и хедлайнером этого забавного проекта по продвижению диалекта выступил бывший татарский, а ныне башкирский певец и музыкант Альберт Исмаил. Несколькими годами ранее Альберт Исмаил бил себя в грудь, играл на гитаре, призывал татар проснуться и считал себя татарином. Вот как смешно пиарят Альберта Исмаила и его этномиссионерские потуги, например, на фестивале «Сердце Евразии» в Уфе. Дорогие друзья, услышав песни следующих исполнителей, вы поймете, что башкирский язык многогранен. Они исполняют свои песни на северо-западном диалекте. Встречайте, группа «Хаят Исмаил».
Исполнительница песни — это, кстати, жена Исмаила, Хаят. Если кто не заметил, Исмаил — это тот чувак с длинными волосами, в черных очках и косплей Терминатора. Итак, Альберт Исмаил везде, в СМИ, у себя в соцсетях продвигает северо-западную башкирскую идентичность и диалект башкирского языка. Напомним, что башкирские идеологи — это миссионерство, свою методологию основывают на ревизских сказках и на метрических книгах. Была раньше такая форма переписи населения в Российской империи, а метрические книги — это записи, сделанные имамами мечети о рождении ребенка и смерти человека. В общем, если у человека совпадали записи метрической книги и записи в ревизской сказке, что он башкир, то он действительно, значит, башкир, без сомнений. Альберт Исмаил 26 ноября в прошлом году у себя в соцсетях поделился радостной новостью. Оказывается, один из его многочисленных предков в далеком 1895 году был записан как башкарт в метрической книге. Какой-то предок был записан башкартом и в 1900 году. Сам Альберт считает своим местом происхождения деревню Чуваш-Тамьян Шаранского района Башкирии. Что же это за деревня? Сетевой блогер и аналитик Ирик Гениатов внимательно покопался в исторической литературе, где анализируются ревизские сказки относительно деревни Чуваш-Тамьян. Итак, открываем книгу башкирского исследователя Анвара Асфандиярова «История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий». Там указывается, что деревня Чуваш-Тамьян была основана чувашами 10 июля 1739 года. Крестьяне-чуваши в этот день заключили договор с башкирами Канлинской волости о получении в пользование земли. Асфандияров тщательно приводит данные по ревизским сказкам за 1762 год, за 1783 год, за 1795 год, за 1816 год, 1834 год и 1870 год. Асфандияров пишет, что первыми жителями деревни были ясачные татары, а именно 50 мужчин. Так, стоп. А как это получается, что договор с башкирами подписали чуваши, а жить там стали ясачные татары? Намекаем, есть такой исторический термин – ясачные чуваши, которым раньше называли татар Поволжья. К 1783 году из ревизских сказок ясачные татары куда-то исчезают. Зато появляются какие-то опять чуваши. В 1834 году и чуваши, и ясачные татары уже совсем пропадают. Зато появляются тептяри, которых башкирские этномиссионеры старательно пытаются записать в башкир. И такая картина продолжается вплоть до 1870 года. Открываем книгу «Западные башкиры» по переписи 1795-1917 годов. Автор, составитель которого и ответственный редактор все тот же Асфандияров. И вот в этой книге по материалам переписи 1917 года указано, что в Чуваш-Тамьяне проживали башкиры в количестве 825 человек. Но здесь имеется в виду не просто башкиры, а новобашкиры, то есть татары, которые вошли в сословие башкир. Жирную точку в вопросе «Кто же жил в деревне Чуваш-Тамьян?» ставит исследователь Михаил Ротнов, который, кстати, помогал Асфандиярову написать книгу «Западные башкиры» по переписям 1795-1917 годов. Итак, Ротнов в своей книге «Крестьянство Белебейского уезда» по переписи 1920 года «Этнический состав» сообщает, что по материалам переписи этого года в Белебейском уезде Уфимской губернии в деревне Чуваш-Тамьян было 835 татар. Получается, по официальным документам, по ревизским сказкам, предки Альберта Исмаила были татарами. Причем башкирский исследователь невольно указывает, что это были ясачные чуваши. Но мы не опускаемся до уровня башкирских этномиссионеров и считаем, что если человек чувствует в себе какую-то национальность, ну, наверное, он таковым является. Альберт почувствовал в себе башкира. Будь новобашкиром, без проблем. Кстати, тут в соцсетях задаются вопросом,
какую еще национальность не открыла в себе творческая личность Альберта? Кажется, мы догадываемся, какая. Чуваш. Татарстанский татароязычный сайт Интертат уверенно вошел в топ-30 самых посещаемых ресурсов Башкортостана. Еженедельно сайт Интертат посещает 14 тысяч уникальных посетителей. В целом Интертат занимает первое место среди национальных сайтов на территории Башкортостана. Он является самым популярным татарским ресурсом Башкирии. Интертат уделывает башкироязычный сайт Яшлек и татароязычный сайт Башкортостана Эмет. Поздравляю своих коллег Рамиса Латыпова и Алсу Исмагилову за прекрасные результаты. Так держать! Татары Башкортостана не обделены вниманием и очень важны для большого татарского мира. Как видите, татарский язык востребован в Башкортостане, несмотря на все эти бездушные эксперименты, которые называются Альбертом, Исмаилом и северо-западным диалектом башкирского языка. К слову, этот эксперимент, то есть Альберт Исмаил, вредит ведь на самом деле не только татарам и татарскому языку в Башкортостане, он вредит и башкирам, и башкирскому языку. Вот, например, башкирский ученый Тимур Мухтаров на днях опубликовал очень тревожную статью о положении башкирского языка в Республике Башкортостан. А вы знаете, товарищи миссионеры, что башкирский язык в 2009 году был включен в изданном ЮНЕСКО «Атлас языков мира», и находится он в опасности. Получил башкирский язык статус уязвимый, то есть большинство детей говорят на языке, но сфера его употребления может быть ограничена, например, бытовым употреблением. А вы, этномиссионеры, башкирский язык еще каким-то конструктами, диалектами размываете. Тимур Мухтаров сетует. Да, на башкирский язык сильное ассимилирующее давление оказывает русский язык и в некоторых случаях татарский язык. Но употребление башкирского языка сокращается даже в религиозных мусульманских делах. Проблем у башкирского языка просто катастрофически много. Среди некоторых из них Мухтаров, например, называет ошибки, допущенные при составлении учебников башкирского языка в 1920-1930-х годах. В частности, например, речь идет об употреблении глаголов во всех трех формах времени. Возникающая путаница при употреблении глаголов в различных временных формах негативно влияет на звучание башкирского языка. Мухтаров рассказывает и о явных проблемах финансирования и поддержки и развития башкирского языка. От себя добавим, татары прекрасно понимают, как тяжело в сегодняшних российских реалиях поддерживать, сохранять и развивать родной язык. А каких трудов стоит написание учебников с новой методикой преподавания? А потом все эти учебники еще надо постараться включить в федеральный образовательный список. А это не так просто. А тут, видите ли, Башкирии запутывают и башкир, и татар каким-то северо-западным диалектом. Можно подумать, проблем у башкирского языка, кроме как с татарами и с татарским языком, больше и нет. Ну уж нет. Мы выступаем за то, чтобы татары Башкортостана имели возможность учиться и разговаривать на своем родном языке, а башкиры учили свой родной язык.